Мечта попасть в воздушно-десантные войска для Адама Гайтукиева стала еще ближе. Сегодня ему вручают повестку укладывать парашют, совершать прыжки и штурмовать условные вражеские позиции. На военном полигоне он сможет, если пройдет медкомиссию. Ну, десантские войска. А десантный ханял, что? Ну, духамало, чего Так, бог вот этот мотик хам хожая. Ну, желательно попасть в гор сразу после армии. Вот именно туда так. Бабушка рассказывает, что пополнить ряды вооруженных сил внук хочет уже давно. Тогда он не прошел медкомиссию. Надеется, что сейчас повезет. Фатима уже взрастила как минимум одного защитника Родины. Ее единственный сын уже отслужил и работает в патрульно-постовой службе. А бог это бог возьми. Утренний подъем, пока не догорит спичка, бег с противогазом на 12 километров, военная кухня, а под вечер песни под гитару и много специфичного юмора. Это и есть армейская романтика, о которой так любят рассказывать дембеля. Одни с удовольствием берут повестку, других не пускают туда родители. На сотрудников муниципалитета, занимающихся призывом, выпала нелегкая доля. Они целыми днями в разъездах, вручая повестки и собирая объяснения. На прохождении медицинской комиссии в военкомате повестки аж я кадр. В военкомате хотя дали так хорошо. Всего на территории города Сунжи проживает 1056 людей призывного возраста. В рамках осеннего призыва 18 из них пополнят ряды вооруженных сил страны. В соответствии с действующим законодательством, каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, обязан отдать долг родине, если нет уважительных причин. Это обязательство в соответствии с действующим законодательством. Это необходимость для молодых людей. Это опыт использования и оружия, и техникой, и опыт самостоятельной жизни. Сегодня мы видим пагубное влияние, в том числе и лиц, употребляющих либо распространяющих психотропные наркотические вещества. Это все-таки некий барьер, позволяющий молодым людям укрепить и свое психологическое состояние, не подпасть под дурное влияние. Важно напомнить, что по поручению главы республики у тех, кто отслужил, больше шансов устроиться на работу в органы госвласти и местного самоуправления. Кроме того, за ними сохраняются их рабочие места. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев. Новости 24.